случилась такая жара, быстро было ходить просто невозможно. И я тоже ходила так же медленно и вальяжно, как все остальные. И этот темп я какое-то время даже сохраняла в Москве. Сейчас такое разнообразие разных видов театра. Сейчас какого только театра нет. И в том числе есть уличный театр. И он набирает, так сказать, обороты. И есть просто люди, которые только уличным театром и занимаются. Поэтому я не могу сказать, что сейчас нет площадного театра. Он есть. Совсем недавно наш Вахтанговский театр вот таким спектаклем, да, на арене, в амфитеатре, на большом пространстве открытом играл «Царя Эдипа», чем не площадной театр. Открытое, большое открытое пространство на воздухе, на свежем. И многие говорили, артисты, что удивительная атмосфера создалась. По-другому, как-то заново, как-то так они сыграли этот спектакль, как потом уже в стенах театра не игрался он ни разу. Мне кажется, вот спектакль, например, который мои ребята играли весь год, «Кюджинские перепалки», «Гальдония», они запросто могли бы играть на любой площадке, на любой. Просто вот здесь перед театром легко могли бы его сыграть. Это такой спектакль, который позволяет играться на площади, не на сцене. А какие-то другие авторы или режиссерски придуманные спектакли требуют камерного пространства, как, например, спектакль тоже был на нашем курсе «Вечер в Соренто», который сделал Кирилл Пирогов, ученик Петра Наумовича Фоменко. Вот там атмосфера камерная, уютная. Хотя у нас была идея сыграть и этот спектакль, например, в библиотеке большой. Это было бы возможно. Артист стремится играть везде. Мы готовим такого артиста, который мог бы играть везде. На лестничной площадке, на площади перед театром, на пляже, да где угодно. Он должен уметь это делать. На съемочной площадке, в любой обстановке. Да, такого очень много происходит. Таких экспериментов в столичных театрах очень много, где зритель провоцируется на какие-то выявления. Но вы знаете, это было всегда, это не только сейчас. Я не могу сказать, что это какое-то новшество нашего времени. Сейчас есть зритель, который необходим как внимательный слушатель, да, собеседник. Есть такой зритель вдумчивый, он нужен, восприимчивый, реагирующий. Вы знаете, у нас в институте каждые 4 года проводится фестиваль студенческих спектаклей «Подиум». Вот в этом году у нас тоже был такой фестиваль.
И тема фестиваля была такая: самостоятельные работы студентов всех вузов, кто что хочет. И все вузы привезли свои вот самые лучшие, как они считают, студенческие работы. В том числе была работа курса Брусникина. Вот именно про то, о чем вы говорите, которая была основана на провокациях, на том, чтобы завести зрителя, заставить его даже быть агрессивным, заставить его как-то активно взаимодействовать. Такой достаточно провокативный способ ребята выбрали для этой работы самостоятельной. И тогда наш профессор Владимир Петрович Поглазов встал в какой-то самый провокационный момент, когда в зал кинули мешок с чем-то, и этот мешок попал в девушку, которая сидела рядом с ним. И он встал и пошел на сцену. И сказал: ну хорошо, я согласен, давайте будем играть в ваш театр, давайте будем взаимодействовать. Сел, посадил к себе на коленку одну из артисток, кто там участвовал в этом представлении. Ну, какой-то попытался завести с ними диалог. И вот диалога не получилось. Они не смогли пойти дальше. То есть пока они дергали публику, и публика просто, так сказать, это все переваривала и не знала, как реагировать, они еще были смелы и активно действовали. Но как только ответная реакция случилась, вдруг почему-то застеснялись, застушевались. Мы готовы ко всяческим проявлениям, к разным формам, лишь бы это было оправдано и доведено до сути, если выведено в этот смысл в какой-то главный. Ну, иногда бывает тяжело. Иногда бывает тяжело. Вот вы знаете, ну так случилось, что я 3 года руководила курсом, а 4 года им занималась, абхазской студии. И очень по-разному все эти года развивались, очень по-разному я себя чувствовала на протяжении этих 4 лет. Иногда мне казалось, что я истощена, обесточена, что я труп недвижимый, что я ничего и никому больше дать не могу. И был такой момент, когда мне хотелось сказать: стоп, все, я больше не могу, и это, наверное, непосильная ноша, и, наверное, это нужно кому-то передать, кто чувствует себя более сильным, уверенным, более опытным. Был такой момент. Но, слава богу, мир все-таки окружен большим количеством людей, добрых, мудрых, опытных, которые могут что-то подсказать, сказать очень какие-то верные, нужные слова в такую трудную минуту. И даже поддержать не только словом, но и делом. И вот такие люди в моей жизни случились, и они меня очень поддержали в этот момент. Это и Владимир Петрович Поглазов, и Кисоу Хагба, и Евгений Владимирович Князев, и многие педагоги института, и мои друзья, и мои родители. Вы знаете, когда на первом курсе я начала преподавать вот на этой студии, я сначала преподавала как просто педагог по мастерству актера, я многого не могла понять. Мне казалось, что они совсем не готовы. Действительно, какие-то были вальяжные, медлительные, как-то очень долго запрягали, как у нас говорят. И я после первого курса
уже меня назначили худруком, Владимир Петрович поручил мне дальше вести курс. Я поехала в Абхазию сама, купила билет и отправилась сюда просто посмотреть. Я была первый раз здесь. И Кисоу Хагба, Майя Хагба, вот они мне показали немножко страну, я поездила, посмотрела. И я поняла, почему люди ходят медленно и вальяжно, практически в первый же день. Потому что случилась такая жара, быстро было ходить просто невозможно. И я тоже ходила так же медленно и вальяжно, как все остальные. И этот темп я какое-то время даже сохраняла в Москве. Это какой-то ключ к пониманию мне дало вот эта первая моя поездка. Но помимо этой вальяжности я увидела разрушенные дома, сломанные какие-то судьбы, очень тяжелую обстановку семейную, где-то я побывала в семьях каких-то. Я поняла, что эти все ребята, по большому счету, дети войны. То есть год рождения их вот военные годы или послевоенные. Допустим, вот у меня учился студент Аслан Киут, который просто помнит какие-то вещи, как отец их отправлял, куда-то прятал во время войны, да, его отец ветеран войны. И он какие-то вещи мне потом рассказывал, задавал вопросы, спрашивал. И это немножко это сильно изменило мое отношение вообще к этому курсу, к ребятам. Я почитала их сочинения. Некоторые из них написали сочинения о войне. Вот они писали об этой войне. Я была в музее. И по историю почитала, о президенте Ардзинба, много-много всего. То есть я как-то постаралась напитаться атмосферой страны, почитала литературу знаменитых писателей. Вот. И тогда постепенно я стала искать какой-то вот подход, какой-то ключ к ним, к их сердцам. И это было очень сложно. Самое трудное было добиться от них пунктуальности, чтобы они вовремя были, чтобы они приходили, чтобы они просыпались из своих общежитий, приходили на лекции, посещали их. Ну, не все так и не от всех я этого так и добилась в результате, да. Ну как-то вот старалась с ними разговаривать, контролировать, ходила за ними. Просила их, уговаривала педагогов, стращала, убеждала всякими разными способами. Сейчас вы можете сказать, что не зря я на это шла? Мне бы очень хотелось так сказать. Для меня очень важно, что многие называли их очень хорошо обученными ребятами, студентами, отмечали, что у нас хорошие спектакли, что мы пользуемся популярностью, что даже главный режиссер Вахтанговского театра захотел посмотреть их. Не для того, чтобы взять кого-то в труппу, а просто посмотреть, о них шла слава, о них говорили. И он пришел на спектакль, посмотрел один, посмотрел другой спектакль, потом сказал: я хочу их увидеть. Почему? Я хочу увидеть этот курс. Ничего страшного в этом нет. И мы пришли практически всем курсом, показались в Вахтанговском театре. И он сказал: передайте, пожалуйста, ребятам, что они большие молодцы. Я им желаю хорошей творческой карьеры в театрах Абхазии, чтобы у них там все сложилось. Я очень доволен.
работа очень дорога во всех отношениях. Ведь мы прошли очень длинную дорогу, прежде чем приступили к этой работе. Я когда первый раз прочитала «Софичку», я почувствовала какой-то внутренний такой трепет, такую дрожь, ощущение того, что я должна это сделать. И это было еще на первом курсе. Но я даже думала взять ее, у нас такой есть раздел, этюды над образом, работа над образом на литературной основе, когда ребята просто на основе материала делают этюды, когда речь не идет о сюжете, спектакле. И я ее отложила в сторону, думаю, а вдруг случится и получится. У меня не было на курсе ни Софички, у меня такого вот расклада не было. Не было ни тети Маши. Вот. И мы взяли другую вещь Эскандера. Мы взяли из Сандро и Чегема, две новеллы. И над этими двумя новеллами работали, делали этюды над образом. И пока мы вот это делали на втором курсе, я очень много о них узнала. О ребятах узнала, они узнали очень много об истории своей страны, каких-то подробностей бытовых. И вот в этих этюдах родилось какое-то чуть понимание многих вещей, наше с ними взаимодействие. Я очень много доверяла им что-то сделать самим. И они как-то вот поддались этому и начинали творить. Этюды же это импровизационная история, это не какая-то сцена, написанная автором. Вот. И этот длинный путь вот, в работе над образами, он был первой главной ступенью. Это был базис для Софички. Ну, не случайно, не секрет, что у Фазеля, у него персонажи одни перетекают в другие какие-то новеллы. И в Софичке мы встречаем тоже Кизыма, который есть в Сандро из Чегема, да? И там же и дедушка, там большой дом, все это фигурирует там. Поэтому вот этот фундамент, он был сделан на втором курсе нами. Дальше я еще читала, еще погружалась в эту атмосферу. И главное, на втором курсе пришли две девочки новые. Я очень благодарна Кисо Хагбе, что он нашел их, и что он их привел, и что они учились потом, очень отчаянно изо всех сил нагоняли. Ведь первый курс был пропущен. Они были загружены работой, очень много занимались. Но надо сказать, что девчонки очень дисциплинированные, очень ответственные и, по-моему, по-настоящему преданы этой профессии. И я увидела, что одна из них может сыграть Софичку, а другая может сыграть тетю Машу. На кафедру прилетел из Сухума Ираклий Хиндба. Тогда мы еще плохо друг друга знали, и он приехал на кафедру и посмотрел все наши заявки, весь наш показ, ребят. Он тогда был от ребят в восторге. Ему очень многие понравились. И он мне сказал, что Елена Викторовна, доделайте, пожалуйста, Софичку до конца, потому что нашему театру должны дать имя Фазиля Искандера, а у нас нет ни одного названия. Сейчас есть уже, сейчас идет Широколобый, а тогда не было. И мы бы очень хотели, вот, чтобы такое название было, и ребята бы играли в театре Русдрам. И я пошла разговаривать с Евгением Владимировичем Князевым, с Еленой Санной Дунаевой. Что делать? Я не могу, нет сил, невозможно. Вот он говорит. Елена Санна сказала, если заказчик просит, надо сделать. Вот. Надо сделать, не отвертишься. Она действовала, а я ее все время ощущала. И когда люди выходили после спектакля, вот первые зрители московские,
Ну, практически не было ни одного спектакля, чтобы не было заплаканных просто в усмерть женщин и даже мужчин. И это Фазиль. Это то, что он заложил в это произведение, это его смыслы, так работают. Когда я читала повесть, я не могла сдержать рыданий. И очень многие мужчины говорили об этом. Вот. Я очень ценю то, что Антонина Михайловна, жена Искандера, вот она присутствовала на спектакле. Я очень надеялась, что Фазиль застанет спектакль, потому что мы начали делать, он был жив еще. Вот она пришла на спектакль, и она сказала, что он поддержал бы эту историю, потому что здесь не упущены какие-то очень смысловые, важные для него вещи, которые упущены в фильме. Я ничего не хочу сказать плохого про фильм Киры. Она обладает удивительным вкусом и какой-то с своей стороны, со своей позиции увидела эту вещь, эту повесть. Но для меня какие-то принципиальные вещи там упущены, смысловые. То, что заложено у Фазиля, то, чего нет в фильме. И поэтому он меня не трогает, так как глубоко, пронзительно трогает вот эта повесть. Я обязательно должна съездить на эти места, если мне все-таки удастся. Рада очень, что в Абхазии мне кажется, такая насыщенная театральная жизнь началась. Активно очень работает Росдрам. И с приходом Надара Чанба в театр абхазский, мне кажется, тоже должна как-то жизнь заволноваться, живая струя появиться в театре. И оба руководителя театров, они говорят о том, что мы готовы к тому, что мои выпускники будут работать и в одном театре, и в другом театре. И мы ничего не имеем против, мы даже за. Я надеюсь, что это не только слова. Возьмете второй курс, второй потом? Нужно обязательно учить дальше, ребят. Нужно учить еще, потому что так уж получилось, что с абхазским языком, со знанием абхазского языка мало ребят. И нужно учить режиссеров. У нас же есть заочное отделение. И туда можно поступить на заочное отделение, приезжать на сессию, учиться, приезжать назад, возвращаться, что-то делать самостоятельное. Обязательно. Я очень рада, что ребята имеют возможность сейчас предложить себя и в один театр, и в другой театр. И надеюсь, что у руководителей этих театров хватит мудрости, дипломатии соблюдать это как-то равновесие. Но в конце концов, да, в конце концов есть возможность ведь сделать какие-то составы им и приглашать на разовые постановки, да. Мне бы очень хотелось, что... Интересный эксперимент. Да, вот сейчас Ираклий Ревазович, он организовал замечательную вещь, да, режиссерскую лабораторию. Приедут несколько режиссеров из Москвы разных, гитисовских, а ГИТИС всегда славился своими молодыми режиссерами. Мне бы очень хотелось, чтобы все мои ребята поучаствовали в этой лаборатории. И я уверена, что руководитель Абхазского театра не будет против. Это опыт отличный. Да? Я очень бы хотела, чтобы те ребята, которых он уже занял в своих спектаклях, чтобы они имели возможность и в Абхазском театре работать. Ну, теперь уже от меня мало что зависит. Я там бываю часто, это тоже такой центр для меня, как для Фазиля Чегем, для меня это центр энергетической подпитки. Я приезжаю, там дом у родителей, я у них душой отдыхаю, я очень люблю там у них бывать. Вообще, это достаточно древний город, старинный, и когда-то Петр
основавший там металлургические заводы, он же свозил туда специально самых лучших, самых красивых женщин, для того, чтобы мужчины оставались работать на этих металлургических заводах. И тулячки славятся своей красотой. Именно потому, что вот есть заложено это вот в генофонде. Таких отбирал действительно кровь с молоком, щекастых, русопятых. Вот. Я очень люблю там бывать, я люблю Ясную Поляну, я часто езжу к Льву Николаевичу, я там когда-то работала экскурсоводом в свое время. Тульская область вообще очень знаменита своими писателями. Кроме Льва Николаевича Толстого, это Иван Сергеевич Тургенев, это Лесков, очень много Вересаев, Поленов. Если взять карту писателей, в Тульская область, можно просто не выезжать из Тульской области, а посещать музейные места. Абхазия же очень знаменита своими православными святынями. Это же многолетняя история. Это такая вещь, как, например, монастырь VI века, храм. Такого в России нет. В России нет храмов VI века. И не может быть, да? Я была в Каманах, в Афоне. А какой из храмов ближе всех стал? Ну, наверное, вот храм Успения Божьей Матери в Драндах. Вот этот ближе всех. Мне очень нравится та жизнь, которая создана вокруг этого храма. Там нет еще монастыря как такового, но там большое количество людей, которые все в едином порыве, с одной целью занимаются тем, что возводят его, как-то занимаются его реабилитацией, даже не знаю, как это сказать, реконструкцией, восстановлением, да. И они делают это абсолютно бескорыстно, не получая за это никаких денег, просто потому, что по велению души, из-за того, что верят. И это, конечно, восхищает.